Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В последнее время дистанционные мошенники активно осуществляют звонки от имени банков, используя голосовой помощник и сообщают о якобы совершенных операциях по карте. Для решения вопроса автоматизированный голос просит подождать ответ оператора. Стоит ли подчиняться командам голосового помощника? Об этой преступной схеме и других, которые применяют мошенники, расскажет гость студии Александр Лукин, начальник следственного управления МВД по Республике Саха-Якутия. Александр Иванович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Сколько преступлений, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями, происходит в последнее время в республике? В целом, вот о чем говорит статистика за 7 месяцев текущего года? По итогам 7 месяцев по территории республики зарегистрировано 1471 преступление данной категории. Охватывает все практически территории, в том числе и северные наши, к сожалению, на сегодняшний день. Большинство, да, зарегистрировано в городе Якутске. Такие районы, как Мирнинский, Нерюнгринский, Алданский, наиболее подвержены, Ленский район. Ну и северные районы, вот как я сказал, тоже подвержены данному виду преступлений, к сожалению. А какая общая сумма ущерба, нанесенная нашим жителям? Вы знаете, вот за 7 месяцев наши жители отправили телефонным мошенникам порядка более 145 миллионов рублей. И эта сумма растет, уважаемые жители. Так. Действительно, сумма вообще колоссальная. Но расскажите, меняются ли схемы дистанционного обмана? Какие способы наиболее популярные на сегодняшний день? На сегодняшний день остаются актуальными 3 вида телефонных мошенников регистрируются у нас. Это когда, в первую очередь, телефонные мошенники, мы их так называем, обращаются к нам, к жителям, гостям нашей республики и представляются сотрудниками тех или иных банков. И начинают уговаривать о том, что с вашим счетом что-то происходит, или кто-то иное лицо от вашего имени подает заявку и оформляет кредит, вам нужно его опередить и получить энную сумму кредита и направить на так называемый, не только получить кредит, но и успеть направить его на так называемый якобы безопасный счет. К сожалению, жители ведутся, и вот такие вот мошенничества регистрируются. Второй вариант, наиболее тоже актуальный, это то, что мы подаем объявления, всевозможные площадки. Там сдаем квартиры, продаем недвижимость, продаем иные вещи, будь то детская коляска или же те же коньки, лыжи и так далее. Мошенники за это ухватываются, обращаются к продавцу, обещают купить, даже просят направить, что они уговаривают, что направят какой-то задаток, залог, просят назвать банковские реквизиты, цифры на оборотной стороне той же банковской карты, и тем самым, заполучив, уже начинают распоряжаться денежными средствами, находящимися у вас на счету. Такое тоже имеет место быть. Ну и третий способ – это когда наши жители обращаются в интернет, всевозможные сайты с тем, чтобы подзаработать. Всевозможные площадки, какие-то лжеинвестиции, где можно легко и просто заработать. Сумма называется сначала небольшая, но пусть 5 тысяч, 15 тысяч сначала вложите, а потом еще какие-то страховые суммы, а потом еще какие-то. Ой, оказывается, у вас все получается, у вас все хорошо, сумма удвоилась, вот видите, все хорошо, обратите внимание на свой счет, оно удвоилось, утроилось. И таким образом наши жители, к сожалению, направляют, вот я как сказал, очень большие суммы денег, занимая у родственников, занимая у коллег или залезая в неоплатные кредиты. А какие категории населения наиболее подвержены внушению банковских сотрудников, лжеброкеров и так далее? Какой возраст потерпевший и, может быть, есть какая-то информация, в какой сфере они трудятся? Анализ здесь тоже проводится. Наибольшей жертвами телефонных мошенников сегодня становятся
работники, работающие в возрасте от 20 до 50 лет. Причем большинство работники бюджетной сферы. Попадаются и учителя, попадаются и воспитатели, работники добывающей отрасли, в том числе. Ну и в большинстве своем жертвами мошенников становится, к сожалению, 60%. Это наша прекрасная половина, к сожалению. Есть такое. Но то, что жертвами мошенников становятся, я никогда не стану, а жертвой мошенников становятся бабушки, старшее поколение, бабушки Божьи одуванчики. Это неправда на сегодняшний день. Жертва телефонных мошенников, уважаемые жители республики, мы с вами. Мы с вами на сегодняшний день работающее население, зарабатывающее, имеющее те или иные сбережения, к сожалению. То есть действительно это заблуждение, что пенсионеры становятся в большинстве случаев жертвами. Это просто средний работающий среднестатистический человек. Совершенно верно. Совершенно верно. А что насчет расследования данных преступлений? Как они расследуются, те самые преступления, которые совершаются с применением информационно-телекоммуникационных технологий? Какие особенности существуют и есть ли вообще возможность вернуть похищенные деньги? По каждому такому обращению, естественно, оно регистрируется. По мере сбора материала, его полноты, возбуждаются уголовные дела. Или по статье 159 Уголовного кодекса это мошенничество, либо по статье 158 соответствующей части это кража. Дела расследуются, на сегодняшний день раскрываемость составляет порядка 30–40% всего лишь по республике, потому что, видите ли, эти преступления совершаются издалека, как правило. Это могут быть территории западной части России, из-за границы тоже поступают звонки. Иной раз бывает, что очень сложно отследить конечную точку, откуда, с какого номера и с какого региона нашей необъятной страны происходил звонок. Вот. Поэтому наши сотрудники месяцами, а то и несколько месяцев, годами находятся в командировках в той части России нашей. Были случаи, когда мы привозили злоумышленника из Новороссийска, казалось бы, да, из Новосибирска и так далее, и так далее. Санкт-Петербург, Москва. Объездили практически всю Россию. Ну и напротив, например, жертвами телефонных мошенников раскрываются и преступления и в других регионах нашей страны. И бывает так, что мы уголовные дела на соединение направляем в другие регионы для расследования в другие регионы России. Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, ну и западную часть, центральную часть Российской Федерации тоже. А есть ли все-таки позитивные примеры, как похищенные средства возвращались к потерпевшему? Все зависит, насколько быстро, оперативно обратиться потерпевший, насколько он запомнит те или иные моменты, имеется в виду, сохранит контактные телефоны, откуда происходили звонки, запомнит приметы какие-то с лица, с кем разговаривал, ну, например, тон голоса, выражение, та же акустика какая-то была слышна. Или это как будто, дело в том, что создаются фоны специальные, мы так сделали вывод, как будто работает какой-то операционный зал какого-то банка. Звучит клавиатура, работает, стучат компьютеры, работают, пищат. Вот. И поэтому вот это все внимательно потерпевшему следует прислушаться. И вот эту всю информацию нам нужна и важна любая информация от потерпевшего, которая ему стала известна. Примеры есть. Накладываются аресты на имущество, на дорогие автомобили, средства обихода всевозможные. Есть позитивные моменты. В основном пытаемся догнать, потому что возмещение ущерба на сегодняшний день – это одна из приоритетных задач всей системы, всех органов внутренних дел. Возмещение ущерба потерпевшим.
А какие методы профилактической работы как раз-таки проводятся полицией? Какие наиболее эффективные, на ваш взгляд? На сегодняшний день профилактические мероприятия проводятся не только полицией. Помогают и иные. В последнее время стали нам помогать сами банки. Во-первых, вы, наверное, заметили, что к какому банкомату не подойди, на нем надпись или на экране выходит «Осторожно, мошенники». Пожалуйста, обратите внимание. Потом всевозможные, из всех средств массовой информации тоже, вот сегодняшний пример, то, что я подошел в студию и вот рассказываю, это тоже пример взаимодействия со средствами массовой информации. Мессенджеры тоже используем в этой профилактике. Ну и самое эффективное, это мы стараемся посещать трудовые коллективы, те или иные. Например, лично я, выезжая в командировку в тот или иной район, обязательно выделяю время и встречаюсь с тем или иным трудовым коллективом. Например, в Намском районе с работниками образования, в Чарапчинском районе с работниками здравоохранения, в Усьмайском районе с работниками здравоохранения тоже, и так далее, с тем, чтобы побольше люди узнавали напрямую, при личном, при общении. Так доходчивее, так интереснее общаться. Но, к сожалению, вот прошлый год, позапрошлый год пандемия была, и мы вынуждены были работать с буклетами, раздавали всевозможные. Мы их изготавливаем множественное количество буклетов и раздаем практически и на улицах, и наши патрули, дорожно-патрульная служба министерства этим занимается, раздает буклеты, задействованные для профилактики, что касается Министерства внутренних дел, все службы, начиная от участкового, заканчивая следователей. Александр Иванович, в конце нашей беседы не могу не спросить, что вы все-таки посоветуете гражданам, нашим телезрителям, чтобы они не попадались на уловки мошенников? Что хотелось бы сказать, уважаемые жители, гости нашей республики? Во-первых, сотовый телефон появился не сегодня. Сотовый телефон появился лет 10 назад, а то и больше. Кого надо сохранить, мы уже сохранили. То есть друзья, одноклассники, родственники, существуют даже группы в мессенджерах. Поступление звонка от неизвестного номера уже должна настораживать. Уже разговаривать внимательно, бдительно и настороженно. О наличии, как только разговор заходит о наличии каких-то счетов и что-то там происходящих, тут же нужно выключить разговор, прервать разговор и непосредственно обратиться уже к самому банку, к которому вы относитесь. Это самое главное и очень простое. Не надо вступать в разговор, тем более в какую-то перепалку, что-то доказывать. Могут представляться кем угодно. Начиная с сотрудниками банка, работает целая схема, подключают и представляются сотрудниками полиции, прокуратуры, Следственного комитета, кем только не представляются, с тем, чтобы каким-то образом вытащить с ваших счетов ваши деньги. Поэтому внимательность, еще раз внимательность. Кому надо, очень надо, тот дозвонится, перезвонит или же напишет сообщение, что «мама, там, я тебя ищу», или там «папа, ты где?» и так далее. Но ни в коем случае, тем более незнакомые номера, тем более номера, которые не принадлежат нашему региону. Жители, наверное, обратили внимание, наш регион уникальный, номера тоже уникальные, все запоминающиеся, первые хотя бы 3 цифры, поэтому так. Александр Иванович, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Уверена, что данная информация будет актуальна для всех наших телезрителей. Спасибо. Спасибо. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.